Вас приветствует информационная программа «Новости», в студии Милана Манаева. Здравствуйте. Новый год в новом доме. В мэрии Грозного 15 малоимущих семей получили ключи от квартир. Сказано, сделано. Известный доктор восточной медицины получил машину скорой помощи от главы республики. Необычная выставка в Грозном. Мы ближе знакомимся с окружающим миром, с миром природы. Попугаи, обезьяны и другие экзотические животные. Уверенная победа и места в сборной. Чеченские каратисты готовятся к чемпионату России. Масштабная стройка на 12-м участке столицы близится к завершению. В преддверии открытия качества проделанных работ проверяет специальная комиссия. Есть ли отопление в домах, установлены счетчики учета коммунальных услуг. Без внимания экспертов не остается ни одна деталь, рассказывает Зураб Центроев. Они вхожи в каждый дом. Комиссия по оценке строительных работ дает свое заключение той или иной жилой постройки на 12-м участке. Члены рабочей группы, строители и хозяева. В акте отражены и действующие лица, и возможные плюсы и минусы. Как налажено отопление? Соблюдены ли нормы и требования? Установлены ли датчики учета коммунальных услуг? Внутренняя и внешняя отделка. Эксперты обращают внимание на все. Есть замечания, нет акта приемки. Проверяются, выявляются замечания, наносятся на акт. Дома не будут приняты в эксплуатацию до тех пор, пока эти замечания не будут устранены исполнителем этих работ. После того, вторичная проверка, устранены или нет, дома будут приняты, если эти замечания будут устранены. С согласием, с подписью владельца этого дома. Марьят Мусаева претензий к качеству работ не имеет. Мебелировать дом женщина пока не спешит, сырость еще не сошла. Но хозяйничать в доме она уже взялась. Нужно привести помещение в порядок и готовиться к предстоящему новоселью. На 12-м участке работы не стихают и сегодня. Строители спешат завершить все работы, а новоселы скорее заехать и обжить свое жилье. Зураб Центроев, Санета Тутаева. Новости. В преддверии Нового года сразу 15 малоимущих семей получили квартиры. Многие из них находились в очереди на жилье. Также в числе счастливых обладателей квартир остронуждающиеся и инвалиды. Ключи от квартир вручал мэр Грозного Ислам Кадыров. Градоначальник поздравил их с Новым годом, пожелал счастья и семейного уюта. Прошедшие две военные кампании лишили этих людей жилья. Новые квартиры – самый долгожданный подарок для тех, кто годами скитался по съемному жилью. Счастливые обладатели квартир благодарят главу республики за такое внимание. Связаться с фондом обязательного медицинского страхования стало гораздо проще. Задать интересующий вопрос, пожаловаться, либо оставить отзыв о работе службы можно по телефону горячей линии. Звонок бесплатный. Дозвониться можно как со стационарного, так и мобильного телефона. Номер горячей линии знает Санета Тутаева. Алло. Территориальный фонд ОМС вас слушает. Горячая линия остыть почти не успевает. Звонки поступают регулярно. Спросить, узнать, пожаловаться, либо оставить отзыв. Без внимания не остается ни одна заявка, заявляет в территориальном отделении фонда обязательного медицинского страхования. Жалобы у нас бывают как устные, так и письменные. По обращениям у нас отдел выезжает по месту жалобы
и рассматривает, обоснована ли жалоба или не обоснована, и принимаем меры именно по этому вопросу. Система автоматического фиксирования будет налажена немногим позже, а пока все звонки заносятся в журнал. Персональные данные, контактная информация, суть обращения и решение рассмотрения. В каждой ячейке все расписано детально. Справка отчета о проделанной работе составляется ежеквартально. Больная Таутсигова Зулейха обратилась по поводу того, что ее дочь положили в инфекционную больницу, хотя там шел карантин. На самом деле мы выехали на место, в результате выяснилось, что отделение не находилось на карантине, и что в отделении могут находиться все больные с воздушно-капельными инфекциями. Повысить доступность и качество медпомощи в рамках программы обязательного медицинского страхования, а также получить достоверную информацию о реализации прав застрахованных лиц, гарантированных законодательством. Горячая линия дает возможность наладить действенную обратную связь. Эта линия создана для совершенствования системы защиты прав и законных интересов застрахованных граждан нашей республики. Благодаря этому телефону они могут выяснить справочную информацию о работе медицинских организаций, страховой медицинской организации, осуществляющих деятельность на территории Чеченской Республики. Также можно создать любой интересующий их вопрос, который возникает в ходе получения медицинской помощи. Номер службы 8 800 35 94 49. Звонок возможен как со стационарного, так и мобильного телефона, причем без денежных затрат. Бесплатные телефонные федеральные звонки, в том числе и с мобильных телефонов. То есть, несмотря на то, что наши жители в силу каких-то объективных причин мигрируют по стране, они, находясь в любой точке Российской Федерации, могут позвонить в Фонд обязательного медицинского страхования и получить ответы на вопросы, возникающие в ходе иногороднего лечения. А это уже анкеты. ТФОМС проводит опрос. Вопросы, предполагаемые ответы и галочка в квадратике напротив. Часть бланка уже заполнена, анкетирование еще продолжается. Бальная система оценки позволит выявить уровень услуг, оказываемых в лечебно-профилактических учреждениях республики. После обработки есть такая, отчетная форма ПГ, права граждан, которая подается в федеральный фонд. И туда все эти данные и уходят у нас. Любую информацию о своих правах застрахованные лица могут получить и из брошюр, буклетов. А территориальный фонд обязательного медицинского страхования окажет содействие гражданам отстаивания их прав. Санита Тутаева, Муслим Пицаев. Новости. Сирию продолжают покидать десятки тысяч беженцев. В последнее время среди них все больше граждан чеченского происхождения. Часть из них решили приехать в Чеченскую Республику к родственникам. Однако отсутствие виз создает серьезные проблемы. Даже при наличии так называемых пригласительных по прибытии в Москву сотрудники таможенного контроля зачастую аннулируют визы таких беженцев и депортируют их обратно в Дамаск. В связи с этим группа сирийских чеченцев обратилась к главе Чечни с просьбой оказать содействие в беспрепятственном возвращении на историческую родину. Рамзан Кадыров взял дело под личный контроль и поручил Зияду Сапсаби решить эту проблему. Накануне заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам провел переговоры с директором консульского департамента МИДа России Андреем Карловым. В результате решено, что МИД страны будет безотказно выдавать срочные визы этим людям не только в самой Сирии, но и за ее пределами, на Ближнем Востоке. Более того, в ведомстве заверили руководство Чеченской Республики, что больше ни один гражданин Сирии чеченского происхождения не будет остановлен ни в одном аэропорту страны. По словам Зияда Сапсаби, такая помощь людям, спасающимся от войны, очень нужна. Он выражает благодарность МИДу России за понимание и поддержку. И к другим новостям. Муфти республики встретился со студентами столичных вузов. В ходе диалога, который проходил в театре имени Нурадилова, молодые люди смогли задать алиму более 30 вопросов. В основном студентов интересуют вопросы шариата, вирда и учения шейхов. Спрашивали также о процедуре бракосочетания в исламе. Султан Мирзаев рассказал также о достоинствах посланников Всевышнего. Сильнодействующее психотропное вещество трамал изъяли полицейские у жителя республики Магомеда Якубова. Молодой человек сообщил, что давно употребляет этот препарат. Сейчас Якубов раскаивается и сожалеет о своих действиях. Нами, сотрудниками полка патрульно-постовой службы, совместно с сотрудниками уголовного розыска Ленинского РОВД, задержан гражданин Якубов,
у которого при личном досмотре изъято сильнодействующее вещество трамал. В настоящее время продолжается мероприятие по выявлению лиц, занимающихся незаконным сбытом сильнодействующих веществ. Также сотрудники полиции Ачхой-Мартановского района совместно с полком патрульно-постовой службы имени Ахмада Хаджи Кадырова задержали Руслана Зарахматова. У 33-летнего жителя селения Валерик обнаружен при себе бумажный сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом марихуаны. Изъятые образцы направлены в экспертно-криминалистический центр МВД. Сотрудники наркоконтроля совместно с патрульно-постовой службой Грозной и администрациями районов провела рейды в Гудермесском и Шелковском муниципалитетах республики. Результат – 6 задержанных по подозрению в хранении и употреблении наркотических веществ. Все подробности у Магомеда Изидова. Дизоморфин – один из самых опасных наркотиков. Смесь сильнодействующих препаратов приводит к необратимым процессам в организме и последующей смерти. Житель Гудермеса Руслан Мадиев вместе с друзьями употребляет так называемый крокодил уже полгода. Приобрел и привез визитера в село, который проживает тоже в городе Гудермесе, в том же ауле, где я, и попросил просто изготовить для себя. При задержании я ждал этого человека, чтобы отдать ему то, что приготовил. Вы для обоих приготовили? Или да, только для него? То для обоих. Я сам употребляю. В поле зрения оперативников Руслан Мадиев попадает не в первый раз. Задержанный дает признательные показания. Жителя Энгель-Юрта Ризвана Лабазанова задержали на железнодорожной станции. Правоохранители уже знали, что он везет марихуану. За этим зельем молодой человек ездил в далекий Санкт-Петербург. Лабазанов утверждает, что приобрел коноплю для личного употребления. Однако в полиции уверены, что речь идет о незаконном обороте наркотиков. В ходе рейда в Шелковском районе правоохранители остановили автомобиль, в котором ехали Ахмед Алибеков и Асламбек Исмаилов. В ходе проверки оперативная информация подтвердилась. Жители Чечни везли из соседнего Дагестана сильнодействующие препараты. Любой человек, дождь, Также в Гудермеске отдел полиции доставлены Рустам Хамаев, Арсен Визитаев и Арслан Алибеков. Их подозревают в хранении и сбытии психотропных веществ. По всем выявленным фактам проводится проверка. Магомед Изидов, Вака Кантаев. Новости. На разных языках об одном. В эти дни на улице Шелковского района вышли тысячи людей. Массовым шествием они выражают протест наркомании. В руках участников плакаты, флаги и растяжки с говорящими лозунгами. К антинаркотической акции присоединилась Алевтина Банадыкова. Против наркотиков всем районам. Несмотря на стужи и заморозки, шелковчане решили выразить свою гражданскую позицию. Плакаты, флаги и растяжки. Лозунги разные, смысл один. Мировое зло, приносящее боль и страдания, стало объектом осуждения всех без исключения. Сегодня на улице Шелковского района вышли все жители, чтобы выразить свое отношение к наркотикам, негативное отношение. Здесь и молодежь, и представители местной администрации. Самый многонациональный район сегодня выражал свое отношение. Исмаил, скажите, пожалуйста, какое отношение жителей Шелковского района к наркотикам? Отношение жителей района к этому злу проявляется, она высказана в тех транспарантах, в тех, лозунгах, под которым они сегодня вышли. Нет наркотикам, Шелковский район против наркотиков. Вот этими лозунгами эти люди сами их готовили и сами выражают свое отношение к данному злу. Мы говорим решительно, нет наркотиков.
И так улица за улицей, переулок за переулком, более 1000 человек в течение нескольких часов свою позицию доносили каждому, кто встречался на их пути. Уже позже те, кто не остался равнодушным к акции, высказывался на центральной площади перед районным домом культуры. Все говорили об одном – о необходимости объединения против чумы современного общества. Мы против наркотиков, против чумы 21 века. Мы презираем, кто употребляет наркотики. Это губит жизнь. А от наркотиков много умирает. Мы за здоровый образ жизни. Мы больше хотим заниматься спортом. Мы за здоровый образ жизни, потому что наркомания рушит человека. Здесь, в многонациональном районе, в решении насущной проблемы объединились все. Беда, которая может постучаться в любой дом, не выбирает по национальности и вероисповеданию. Победить зло можно. Вклад каждого человека крайне необходим. Левтина Бонадыкова, Муслим Пицаев и Вах Кантаев. Новости. Итоговое заседание административных комиссий столичных районов прошло в мэрии. Представители участковой службы, полиции и сотрудники префектур территориальных округов доложили о ситуации в борьбе с административными правонарушениями. Таковых за уходящий год зарегистрировано более 4000. Это стихийные свалки бытового и строительного мусора, а также нарушение правил благоустройства территории. Общая сумма штрафа, собранная судебными приставами за год, составила 222 500 рублей. Прежде чем составить протокол, принято решение, сейчас протокольно до всех доведется, прежде будет выдано на руки уведомление данному гражданину, если по истечении срока исправления не будет устранено замечание, в последующем составляется протокол, и в административной комиссии будет рассмотрено назначение штрафа. Совершать срочные выезды на личном реанимобиле. Такая возможность представилась заслуженному врачу России барону Киндарову. Машина скорой помощи – подарок главы республики. Автомобиль доктору восточной медицины подарил глава республики. Слово Рахиму Гериханову. Новенький реанимобиль – подарок барону Киндарову. Доктор традиционной восточной медицины принимает больных у себя дома. Для транспортировки тяжелых пациентов была необходима карета скорой медицинской помощи. С этим вопросом известный врач обратился к Рамзану Кадырову во время недавнего открытия моста в Шалинском районе. Через несколько дней реанимобиль подогнали прямо к дому Киндарова в Белготое. Ходячий больница айтнакон. Ден рейс фигмуса. Рамзан хажин ден рейс фигмуса. Дал мула. По машин свой ричный, ничный хашкошный. Дал мула. Реанимобиль значительно облегчит работу доктора и поможет тяжелобольным пациентам. До сих пор Киндарову приходилось регулярно обращаться в медучреждения республики. По словам министра здравоохранения Мусы Ахмадова, такой опытный врач, как барон Киндаров, сможет извлечь максимум пользы от нового автомобиля. Традиционная медицина, Барон Киндаров родился 25 декабря 1935 года в селении Белготой Шалинского района. Желание стать врачом пришло к нему не спонтанно. На выбор профессии повлияло увиденное им в период депортации войнахов. В 1954-м он поступил в Киргизский государственный медицинский институт, а сразу по окончании вуза устроился работать хирургом в Веденскую районную больницу. Дена на вагоншел даяк даквасер дакмакешна давелерки кинер беллеш белбах курстак массана лисонали ирметнсе вог. В 1992 году барон Киндаров отправился в Китай, чтобы изучить традиционную восточную медицину. Там же защитил докторскую. Сегодня в надежде на излечение к врачу приезжают больные из разных регионов страны. Быть может, сказались воспоминания о тяжелом детстве и болезни отца, или же это особенность воспитания, но барон Киндаров с пациентов не берет ни копейки. Аклюри цонгшне хиометик цазим хирелла дазала хич дика хич вот сама дуса цонгшне сюм хюкшваца так ашагер сом ясал цонгшна карор бермяш ваца баду и беч хасаеш беч юси хул аптекер серма лум олас. Жили, лечились люди и до нас, будут жить, лечиться и после нас. Это слова барона Киндарова. Однако ничего не может быть ценнее отношения врача к своим пациентам и своей профессии. Вот уже 52 года каждый день Киндарова начинается с желания помочь окружающим.
Рахим Гириханов, Джамлей Хожалиев. Новости. Определились победители журналистского конкурса «Служу Отечеству». Первое место в номинации телевидения заняла работа корреспондента телеканала «Грозный» Мурата Шахидова. Документальный фильм «141» повествует о специальном моторизированном полке имени Ахмата Хаджи Кадырова. А первое место в номинации «Радио» заняла ГТРК «Войнах». Подробнее о конкурсе и о победителях Фатима Магомшерипова. Мурат Шахидов на телевидении работает около 5 лет. Свою творческую карьеру он начинал утренней редакцией корреспондентом. Вел передачи «Служба спасения», «Умнее всех» и «Доброе утро». Сейчас заслуженный журналист Чеченской Республики трудится в аналитической программе «Новости 7». На конкурс «Служу Отечеству» он отправил свой 141-й фильм. Человек, который посмотрит этот фильм, я надеюсь, что он проникнется всеми самыми высокими качествами патриотизма и гордости за свой народ и за то, что люди делают там, где мы не видим. Часовой фильм, над которым автор трудился почти месяц, снят о 141-м специальном моторизованном полке имени Героя России Ахмата Абдулхамидовича Кадырова. В фильме история становления подразделений и повседневная жизнь служащих. И, как оказалось, выбор сделан правильно, ведь именно эта работа в номинации телевидения и заняла первое место в конкурсе, организованном Министерством Чеченской Республики по национальной политике, печати и информации. Первое место в номинации телевидения. Корреспондент первой категории редакции аналитических программ ЧГТРК «Грозный» Шахидов Мурат Вахаевич. Второе и третье место в этой же номинации вновь заняли сотрудники ЧГТРК «Грозный» Сулейман Абдулкудусов и Денис Дадаев. Что касается радио, золото и серебро забрали радийцы ГТРК «Войнах». Третьим оказался Руслан Сагаев, сотрудник радио «Грозный». А в номинации «Печатный СМИ» в лидерах корреспондент газеты «Даймок» Табарик Саралиева. Все призеры получили дипломы и денежные поощрения. За проводимую агитационную работу журналистов поздравил и Мурат Тагиев. Наша задача вашими силами при помощи пера, при помощи слова, при помощи телевидения, всех возможных средств показать этих людей, чтобы эти люди понимали, что все, что они делают, это нужно. Этот конкурс проводится в рамках правительственной программы допризывной подготовки молодежи уже 4-й раз. А в следующем году организаторы планируют расширить географию участников. Фатима Магомшерипова, Хаид Малсаев и Дауд Куруев. Новости. Патриотизм сотрудников теперь будет проявляться не только в несении службы. Правоохранители станут еще и исполнителями. В МВД Республики создан вокально-инструментальный ансамбль, состоящий исключительно из полицейских. Репертуар песен разнообразен. Чеченские народные, в современной аранжировке и военной. По указанию министра внутренних дел Руслана Алханова, периодически в подразделениях проводятся конкурсы на выявление талантов. Закуплена современная аппаратура, уже проводятся первые репетиции. Мы не ограничиваемся только вокально-инструментальным ансамблем. У нас будет танцевальный коллектив, хореографический. Значит, у нас будет также авторская песня. Люди будут выступать. Но самое главное направление в нашей деятельности – это патриотическое воспитание молодежи, патриотическое воспитание личного состава. Мы не должны забывать, что тот путь, который пройден, исторический путь пройден чеченской милицией, он важен для тех, кто впервые одел погоны сотрудников органов внутренних дел. В Министерстве образования подвели итоги республиканского конкурса «Воспитать человека». Подобный отбор лучших учителей проводится для поддержки талантливых педагогов и пропаганды новых технологий в системе образования. Жюри предварительно оценивало профессионализм конкурсантов, оригинальность мышления и организаторские способности. В этом году в конкурсе участвовало свыше 170 воспитателей, из которых в финал вышли 17 человек. Глава республики Рамзан Ахматович Кадыров одним из первых своих, так скажем, указов, проектов, встав на должность, став тогда президентом, озвучил, что мы должны заниматься воспитанием не только детей, но и взрослых. Хочу поздравить не только с окончанием конкурса, хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать удачи, успехов, а главное здоровья. Призеров и лауреатов конкурса чествовали подарками, дипломами и ценными призами. Победителем стала педагог Гудермесской гимназии номер 3 Лариса Малалиева. Лучшей в своей профессии она стала благодаря успешной работе на протяжении 5 лет и нестандартному подходу в воспитании учащихся начальных классов своей гимназии.
Конечно, огромные слова благодарности организаторам этого конкурса, всем Министерству образования моей Чеченской Республики за то, что дает нам такую возможность проявить себя, показать, реализовать себя на этом нелегком поприще. Спасибо всем огромное. Удачи всем. Экзотические гости из далекой Африки. В Грозном проходит необычная выставка. Обезьяны, попугаи и другие представители фауны. Интересная экспозиция уже привлекла внимание сотен детей, для которых, собственно, и организована выставка. Птичьи трели и танцующие макаки. На первый взгляд этот павильон напоминает джунгли. Парад обезьян, попугаев и других экзотических птиц уже неделю радует грозненцев. Капуцин, макака, гиббон. На выставке представлены 14 видов обезьян из разных частей планеты. Даже самая маленькая в мире карликовая игрунка. Почти все из представленных приматов занесены в Красную книгу. Уникальность выставки, кроме количества животных, заключается также в способе работы с ними. Это не цирк, где животные показывают трюки, и не совсем зоопарк. Мы стремимся к тому, чтобы животные общались с людьми и были ручными. Необычная экспозиция уже привлекала внимание сотен любопытных мальчишек и девчонок. Сегодня в их числе оказались и воспитанники республиканской школы-интерната для глухих и слабослышащих. Такую благотворительную акцию для детишек организовал Департамент внешних связей главы правительства Чеченской Республики. Узнав об этом, администраторы выставки присоединились к акции и организовали бесплатную экскурсию. Для наших детей с ограниченными возможностями такие экскурсии, такие мероприятия очень значимы. Почему? Потому что мы ближе знакомимся с окружающим миром, с миром природы. И я бы хотела, чтобы почаще к нам в город приезжали. Детей интересует все, сколько они живут, чем питаются и почему они в клетках. Почти все представленные зверюшки ручные. А в этой клетке находится гость из далекой Индии, медленный толстый лори. Его редко увидишь в движении, так как он ведет ночной образ жизни. Потому и надпись вполне подходящая. А пока наш лори спит, пернатый желтохохлый какаду крадется к своему сородичу. Это вообще считается пиратской птицей. Раньше, когда на кораблях пираты были, они с собой такую птицу на плече носили. И если смотреть «Остров сокровищ» мультфильм, там вот такой именно попугай сидел. Больше интерес у детей вызывает капуцин плакса. Капуцин – самая умная и сообразительная обезьянка из всех маленьких приматов. Как говорят специалисты, их интеллект равен разуму 5-летнего ребенка. Внимание ребят он привлек своей смышленностью и дружелюбностью. После экскурсии по знойным джунглям Африки и Южной Америки ребят встречает Дед Мороз и Снегурочка. Только на этот раз они раздавали не плюшевые игрушки, а бутерброд и сладости. В общем, праздник удался на славу. Алхазур Керимов, Рустам Балаев, Рустам Саламов и Муслим Хасиев. Новости. Праздничное представление для детей погибших сотрудников организовали работники Шелковского ОВД. В гости к ребятам пришли Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Сами дети принимали активное участие в празднике, пели, танцевали и играли. Для ребят организовали сладкий стол, а Дед Мороз каждому вручил подарки. Этот праздник – ваш праздник. Сегодня мы пытались сделать все, чтобы вас развеселить, чтобы дать вам понять, что вы являетесь частью нашего личного состава, которым мы вас очень любим. И все, что мы делаем, делаем ради вас. Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОВД Аргуна провели благотворительную акцию для воспитанников реабилитационного центра. Дети с ограниченными возможностями получили новогодние подарки и DVD-плеер. Шефство над ребятами полиция взяла еще 3 года назад. С тех пор сотрудники посещают детей регулярно. Сегодняшний визит Урус-Мартановского ПДН от лица всех сотрудников и руководителей Урус-Мартановского РОВД оказало большое праздничное настроение всем детям с ограниченными возможностями, которые находились в реабилитационном центре.
Легендарные чеченские спортсмены встретились с трудными подростками в спорткомплексе «Олимпийск». Здесь присутствовали ученики средних и высших учебных заведений города. Легенды спорта рассказали собравшимся о важности здорового образа жизни. Перед зрителями уже чуть позже выступила команда молодых спортсменов, где участники продемонстрировали шоу с элементами акробатики и гимнастики. Все желающие могли пообщаться со спортсменами и задать интересующие вопросы. Городской турнир по боксу среди юношей собрал в Грозном 120 спортсменов из разных спортивных школ республики. Звание лучшего боксера оспаривали в 15 весовых категориях. После долгой и упорной борьбы в общекомандном зачете победила команда из Ленинского района столицы. Вторыми стали спортсмены из Белготоя. Бронзу завоевали ребята из Грозненского клуба «Динамо». Победители были награждены кубками, грамотами и ценными призами. Очередные успехи чеченских спортсменов Адлан Салтыханов и Ильяс Астамиров стали победителями турнира по карате Киокушинкай и вошли в сборную республики. Теперь их ждет чемпионат России, который пройдет в феврале. Подробнее Муслим Адилов. Вроде обычная тренировка, но для кого-то она значит намного больше. Два чемпиона снова доказали свое превосходство в карате Киокушинкай. Спортсмены уверенно прошли отбор на чемпионат России, который проходил в Астрахани. Город Астрахань, чемпионат Кубок Астрахани, открытый Сега Адлан Салтыханов, Адлан Шинвеся летер 78, Ахтада Шинвеся, Цанвеся летер Дохкомдорсан спорту, Шинвеся финале летер 71 аяқтыр, 80 соға Ильясин, Ильяс финале var, Сега финал 80 аяқтыр. Сонда аяқтыр, короче. Из-за отбора, короче, на чемпионат России. Солхал эскафой, фош, аяқ был, беж, на чемпионат России отбор на мире, и тикчах квалы, еще давно лақыр. Тикдал дага дота февраля. Дал дымы кредов. Даже в одной категории в любом виде боевых искусств драться непросто. Адлан Салтыханов решил бороться сразу в двух до 70 килограммов, в которой он и должен был быть, и до 80. Чтобы попасть в два финала, ему нужно было провести как минимум 8 боев. И во всех он одержал победу. Первые два в обеих категориях завершились досрочно. Чемпионат России проходил в феврале. Осенью мой спорт директор что финансовый проблем и спорт делаешь. Да, могла. Но кроме него в категории до 80 килограммов дрался Ильяс Астамиров, который шел к победе не менее уверенно. Ведь это отбор на чемпионат России, в котором наши должны показать себя на высоком уровне, чтобы попасть в сборную страны и участвовать в международных соревнованиях. Тойтан юга Россия шлях. Диким турнир. How you выступали на турнире? Я дал агиетмут. Толан бахкан нисдали. Резу, алхамдулилlah. Дал мола. Февраля чемпионат России юта. Тиге прямой отбор на мире бой. Сейчас самая главная цель ребят – пробиться в главную сборную страны, то есть победить в чемпионате России. По словам тренера Сайтахмеда Дамаева, такие результаты – залог хорошей работы и желания спортсменов. Ребята учатся в ГГНТУ, который и финансирует их поездки, а также обеспечивает им место для тренировок. Впрочем, в этих залах и выросли нынешние чемпионы по карате Киокушинкай. Муслим Адилов, Зураб Дутаев, Тамерлан Сунакаев. Новости. На этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Ади Килши.